До сентября прошлого года Кыргызстан импортировал электроэнергию соседних Казахстана и Таджикистана. Тогда по постановлению правительства и установили среднесрочный тариф, чтобы простой народ потянул оплату. Однако, как только поставки прекратились, чиновники заговорили о перерасчете тарифов. Но их должны были понизить, а не наоборот увеличить, говорят депутаты Джугурку Кенеша. Может, повышение необходимо, потому что поставки электричества решили предусмотреть и в этом году? Этого узнать не удалось. От комментария в агентстве регулирования топливно-энергетического комплекса воздержались. У нас конкретный вопрос был, тариф будет подниматься или нет. Но они сказали, с апреля будет подниматься. После наших обсуждений сказали, в апреле месяце будет снижаться тариф. Ну, они сказали, что вот в течение 2 недель должны расчеты все произвести, потом уже согласовать и уже должны на общественность вынести. На сегодняшний день цена за 1 киловатт-час составляет 77 тыинов. Однако при использовании более чем 700 киловатт-часов тариф составляет чуть более 2 сомов. 700 киловатт-час и 1000 киловатт-час и так далее. Потом идет 2,16 они поднимали. Это неразбериха, это коррупционная схема как раз дорогу открывает, потому что люди, я вот посмотрел, где они оплачивают, например, там всегда возмущение. Почему столько вышло, почему 700, а почему так написали, ну и так далее, другие. Вот это вопросы неразбериха. Это как-то подозрение идет на коррупционную схему. В этой связи депутаты после перерасчета предлагают вывести среднюю постоянную сумму, которую потребитель будет платить независимо от потраченного объема электричества. С одной стороны, это существенно облегчит жизнь тем, кто отапливается светом. С другой, сильно ударит по карману тех, кто ежемесячно тратит меньшее количество электроэнергии. Эксперты же считают, что доплату когда-то ввели не только для того, чтобы покрыть расходы за импортированное ранее электричество. Этими наценками за киловатты заинтересованные в выгоде чиновники обманывают простых людей. Они раньше крали народные деньги и теперь крадут через расплет компании. Те средства, которых не досчитались в энергосистеме, они пытаются вернуть таким вот образом, накручивая цены после потребления 700 киловатт-часов. Они должны вернуть эти деньги гражданам. Впрочем, вряд ли энергетики станут что-то возвращать потребителям. Наоборот, из уст чиновников отрасли все время звучит только один способ выхода из кризиса. Мол, оборудование все устарело, для обновления необходимы средства, а взять их можно только повысив тарифы, добавляя ко всему еще и тот аргумент, что в странах СНГ у нас самые низкие цены. Эксперты же уверяют, дело вовсе не в тарифах, а в мерах, которые принимаются правительством. Я не согласен с тем, что у нас нет дефицита электроэнергии. Каждый день появляется информация, что с 9 до 5 в районах Айлык-Мюту, селах отключают свет. Энергетики говорят, что это из-за аварии или где-то идет профилактика. На самом деле это те же самые веерные отключения. Это скрывают, чтобы не злить народ. К примеру, юг обеспечен электричеством на 25-30%, север и вовсе на 20%. Поэтому, как считают наблюдатели, энергочиновников, мечтающих поднять тарифы, критика, скорее всего, не остановит. Они и дальше будут пытаться под разными предлогами и формулами, якобы с учетом импортируемого электричества, менять тарифную сетку. И самое интересное, делать это будут без всякого согласования с депутатами Джугурку Кенеша. Екатерина Ступкина, Александр Симонов, НТС.